Основной день выборов депутатов городской совет Сунжи. Что с явкой, расскажем уже через несколько минут. Направить воду в нужное русло. В Сунже ликвидируют аварию трубопровода на улице Ленина. Сладенькая пошла. В КФХ Магомеда Кадзоева сбор урожая малины. Здравствуйте, это новости 24. 9 площадок, 4 фракции, 20 мандатов и 50 кандидатов. В Сунже сегодня основной день выборов депутатов в городской совет. Свой голос граждане могли отдать в пятницу и субботу. Это делалось в целях безопасности и недопущения распространения коронавируса. Итак, на 18:00 явка избирателей по данным избиркома составила 12 881 человек. Это 66,49%. Веселыми песнями и танцами. Именно так своих потенциальных избирателей завлекают на участок номер 903. Свой голос оставить на этом УИК есть возможность у более 2500 горожан, в числе которых и Харон Цичоев, пока еще председатель городского совета. Выборы никогда не пропускает. Состав, он был первый. Может быть, были какие-то недочеты, какие-то недоработки. Но будем надеяться, что второй состав учтет все наши ошибки. Ждем, конечно, хорошего, что будут достойные депутаты, что жизнь и состояние нашего города улучшится. И пожелаю благотворной, полезной для города работы новому составу городского совета. Закрепить достигнутое и получить гарантии на будущее. Желание улучшить жизнь города объединило многих сунженцев. На расстоянии 1,5 метров каждый ждет своей очереди, чтобы проголосовать. Процедура практически не отличается от всем привычной. Во-первых, это мой долг, как гражданина Ингушетии Республики, как гражданин Российской Федерации. И это моя обязанность, если честно сказать, это моя обязанность. Я буду выбирать достойных. Я всех кандидатов прочитал, поэтому я решил сегодня прийти честно, справедливо, мудро отдать тот голос, за который я считаю нужным. Главное на выборах – прозрачность и безопасность. Затем, чтобы все 3 дня процесс протекал слаженно, следят общественные наблюдатели. Выборы проходят хорошо, очень люди идут, нарушений нет, все хорошо, все нормально. Выбирают депутатов городского совета не только на базе Дома культуры. В самом молодом городе Ингушетии работает 9 избирательных участков, один из которых, 901, расположился в лицее. Здесь в числе голосующих председатель избирательного участка с 20-летним стажем Ольга Калиматова. Но сегодня она в роли обычного избирателя. Говорит, голосовать пришла с уверенностью в том, что вновь избранные депутаты будут трудиться во благо. Но в связи с тем, что родственники участие принимают, мы освобождены. Что я хочу сказать? У нас сейчас уже не станица, а город. Город обязывает ко многому. Люди должны быть дисциплинированы, более культурные, подавать пример другим районам. Мы сейчас очень рады, что парк появился, но мы плюсы и минусы видим. Нет автобуса, который мог бы в конкретное время подвезти население детей сюда. Нету там места, где детей можно накормить. Взрослые, чтобы пока дети играются, отдохнуть. Потенциальных избирателей в Сунже более 19 000. Кто-то из них уже успел поставить галочку в бюллетене еще в первые 2 дня голосования. А кто-то, как Хамзат Зугаев, решил дождаться выходного. В списках кандидатов на депутатские места много известных, заслуживающих доверия, пользующихся авторитетом жителей нашего города. И я надеюсь, наш выбор будет удачным, и они оправдают наше доверие. Жители города надеются, что эти выборы станут символом глобальных преобразований в Сунже. Поэтому от голосования не отлынивают. Подтверждает это и явка на участок. Кандидаты тоже местные. И, конечно, само население заинтересовано в выборах. Поэтому, я думаю, активность именно поэтому такая, скажем, хорошая. 60-70% мы обещаем, что у нас будет. И мне кажется, что молодежь, которая вливается в эти партии, она принесет пользу городу. Окончательный итог выборов будет известен уже в понедельник. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.
Не упустить возможность поучаствовать в избирательном процессе в единый день голосования решила и Зина Гамботова. Своим голосом она надеется повлиять на благосостояние родного города. Ведь сейчас в Сунже, по ее мнению, проблем достаточно. Сегодня я пришла отдать свой голос, и я надеюсь, что наши выборы пройдут успешно. И надеюсь, что у нас не будет проблем и с дорогами, и с транспортом. УИК-902 находится в одном из самых людных мест города. К слову, меры индивидуальной защиты для избирателей предусмотрены. Маски, перчатки, дезинфекция рук и, конечно же, дистанция. Поэтому прийти и выразить свою гражданскую позицию можно, не опасаясь за свое здоровье. Чем решила воспользоваться и Зоя Умарова. Я давно смотрела списки и выбрала того, кого я хотела выбрать. Надеюсь, он нам все проблемы решит с водой, с дорогами. Я пришла сюда с надеждой, что наши избранники, они поправят наше положение в лучшую сторону, что будет улучшение всех проблем города, вода, газ, свет, что у нас будут глобальные изменения в связи с тем, что мы будем выбирать лучших из лучших. Не буду называть, кого я выбрала, но у меня есть большая надежда на этого человека, что у нас все пойдет на поправку. В 907-м УИКе закреплено 2402 избирателя. Люди приходят активно, осознавая, что решается судьба родного города, отмечает член участковой комиссии. Голосование проходит нормально, все на высшем уровне. Есть наблюдатели, есть голосующие, есть охранники. Все у нас хорошо проходит, без всяких инцидентов. Для тех, кто по состоянию здоровья сам прийти не сможет, организовано голосование на дому. Есть у нас мобильная группа, есть переносная урна есть, поедут и проголосуют еще раз, да. Это вторые в истории Сунжи выборы в Горсовет. В этом году за 20 депутатских мандатов борются 50 кандидатов, представляющих 4 парламентские партии: ЛДПР, Единая Россия, КПРФ и Справедливая Россия. Идрис Ижиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. В Ингушетии реализуется 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет более 5,5 миллиардов рублей. Как реализуется программа «Экология», расскажет Муслим Ганиев. Сохранить кристальную прозрачность озер и полноводность наших рек. Возродить леса. Экология – это не просто национальный проект, который должен изменить нашу жизнь. Он и есть сама жизнь. От него зависит, чем мы будем дышать, что будем пить. На территории республики в рамках этой программы реализуются 4 проекта: «Чистая страна», комплексная система обращения с отходами, сохранение уникальных водных объектов, сохранение лесов. «Чистая страна» – проект, направленный на ликвидацию в республике мусорных свалок. До 2019 года их на территории Ингушетии было 4. С карты республики уже пропали свалки в сельском поселении Нестеровское и Назрани. Общая площадь этих свалок 18,75 гектаров. Улучшенные условия проживания 150 тысяч человек этими мероприятиями. Мероприятие реализовано довольно-таки хорошо. Это, наверное, в Российской Федерации единственный опыт, когда свалки ликвидируются с вывозом отходов с участка. Обычно создаются специальные подложки, специальные условия, при которых отходы сгребаются в определенную территорию, гидроизолированную, и после этого выкладываются дополнительные материалы для изоляции этих отходов, чтобы вреда от них не было, а также газоотводы. У нас, но на таких участках не строить нельзя, определенные, очень много ограничений есть, потому что мы понимаем, фундамент, что угодно мы делаем, внизу, получается, отходы лежат. У нас, в принципе, наш метод ликвидации свалок, мы все вывезли, положили, скажем так, слой общераспространенных полезных ископаемых, то есть гравий, далее глину, далее почву. И, в принципе, на тех участках, которые мы ликвидировали, можно сделать все, что угодно. Полностью восстановленный земельный участок. Ликвидация свалок в Нестеровской и Назрани – это не конец проекта. Так, в планах Минприроды убрать и 2 оставшиеся в Малгобеке и Карабулаке. Правда, на эти работы уйдет намного больше времени. Начать планируют с Малгобекской. Эта часть программы будет реализована в 2021-2022 годах. Здесь будет уже как раз принят метод общей рекультивации.
как я говорю, своего рода практически полигон создается. На этот полигон сгребаются отходы с 20 гектаров вплоть до 7 гектаров. Все это собирается, после этого уже материалы, которые изолируют эти отходы. Естественно, основная цель такого мероприятия – это снизить негативное воздействие на жителей. Вот эта работа будет проведена. Я думаю, что к концу 2022 года у нас свалка города Малгобек крупнейшая будет ликвидирована. Уже после завершения работы со свалкой в Малгобеке Минприроды займутся Карабулакской. По площади она в 1,5 раза меньше, но работы там больше. Это уже большая и очень проблемная свалка. Вы наверняка там были, мы много раз выезжали с НТРК Ингушетии на эту свалку. Она предварительно, мы еще проект до конца не сделали, предварительный расчет это 14,5 гектаров. Но эта свалка, в отличие от свалки города Малгобек, расположена в очень большом карьере. То есть и с одной стороны, и с другой стороны карьер, и очень неприглядная картина на этом участке, когда мы выезжаем. Вот и объем отходов там, хотя и Малгобек она по площади самая большая, по объему отходов в Карабулаке самая большая свалка. Ну, здесь планируем сейчас разработать проектную документацию, сделать всю необходимую работу и, естественно, в 23-м, может быть, и с переходом на 24-й, но мы это мероприятие выполним. Таким образом, после того, как мы ликвидируем все эти 4 свалки, 2 уже ликвидировали, 2 у нас остаются, как только мы их ликвидируем, мы выполним, скажем, указ президента Российской Федерации о том, что все свалки в границах городов до 2024 года, выявленные на 1 января 2018 года, должны быть ликвидированы. После ликвидации свалок городских в Министерстве природы республики займутся засельские. Остается открытым вопрос, куда девать все эти отходы в дальнейшем. Для этого нужно создавать мусороперерабатывающие комплексы, а также установки, чтобы обезвредить утиль. Сегодня на территории Ингушетии только один завод по сортировке мусора, а объекта утилизации и вовсе нет. Эти работы тоже предусмотрены в рамках нацпроекта. Другое направление нацпроекта «Экология» не менее важно, чем обращение с твердыми бытовыми отходами. Это сохранение уникальных водных объектов республики. В рамках этой части нацпроекта ведутся работы по очистке 2 прудов республики – в Карабулаке и в Назране. В последнем все идет к завершению. Вода здесь уже кристально чистая. Осталось только облагородить прилегающую территорию. Экологическое состояние водоема вызывало много вопросов. Пруд был грязным и нуждался в реабилитации. Так рабочие слили часть воды и с помощью специальных установок выкачали со дна копившиеся годами отложения ила. Привели в порядок и территорию рядом с прудом. Проложили тротуары, построили спортивную площадку. Работы начаты в 2019 году. В принципе, основная часть работы уже выполнена на данный момент. Объект был переходящий, все объемы, запланированные на 2019 год, были выполнены в полном соответствии с графиком выполнения работ. В 2020 также весь объем уже практически выполнен. Осталось реализовать биологический этап. Последняя часть нацпроекта не менее важная, чем первые 3. Сохранение лесов – это обновление легких мира. Именно от количества деревьев зависит чистота воздуха. Исходя из этого, на территории республики высажено более 30 гектаров зеленых насаждений. Проведено лесовосстановление и лесоразведение в объеме 30 гектаров. Это на территории Нестеровского, Галашкинского и Новорязанского участкового лесничества. Там высаживали мы сеянцы 1-2-летние породы белая акация. Белая акация выбрана не случайно. Дерево славится своей неприхотливостью, хорошо приживается, а также ее корни способствуют укреплению почвы в местах с обрывами для избежания оползней. Кроме того, наличие этой породы также большой плюс для пчеловодов и подарок для пчел. А нацпроект «Экология» почти прошел половину своего пути. Его начали реализовывать в 2018-м, завершить планирует в конце 2024-го. Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Неэкономную ситуацию с потреблением водных ресурсов можно наблюдать в Сунже по улице Ленина, что, в принципе, местные жители и делают. Не остаются при этом в стороне, периодически бьют тревогу. Вода разливается по проезжей части. Все случилось из-за прорыва трубопровода. Когда и кто устранит эту течь, узнаем у Идриса Ижиева. Жители улицы Ленина в Сунже испытывают проблемы с водоснабжением уже не первый месяц. Жалуются, правда, не на ее дефицит, а на избыток. Вода разливается по проезжей части. Муса Харсиев живет здесь всю свою жизнь. Он один из первых забил тревогу. Проблема у нас уже 2-2,5 месяца стоит. Поэтому обращались к водоканалу, там мэры, туда-сюда. В общем, везде, где можно было, и женщины ходили, и мы.
Они сейчас, как вы видите, говорят, что мы об этом не знали. То есть, если знали бы, устранили бы, как вы слышали, да? Сейчас это Магомед сам тоже скажет. Ну, в общем, вот эти проблемы мы 2 метра с лишним откопать угроза, дети здесь бегают, все после каникул все дома были. После порыва центрального водопровода ремонтная группа приехала на устранение проблемы. Однако, вырыв яму и обнаружив поломку, было принято решение не чинить трубу, а полностью ее заменить. На этой инициативе 2 месяца назад все и закончилось. С тех пор, как заявляет Муса, рядом с домом его родственников воды накопилось столько, что и бассейн не нужен. Вот эти, которые пришли, вот этот, который откапывал, ну, это бригада. Мы сказали, если у них нету там средств или что-то, с чем-то надо помочь, трубу купим, но какое-то это участие мы примем. Им прямо сказали. Они сказали, хорошо, короче, ушли, их нету, все, после этого. 2,5 месяца как минимум прошло, вот эта вода течет, как я тебе сказал, засыпали вот эту яму. В местной администрации заявляют, о порыве центральной трубы по одной из главных улиц города они даже не слышали, несмотря на то, что местные не раз направляли письменные заявления и уведомляли лично. Проблемы с трубопроводом в Сунже нередки. Ремонтные бригады регулярно выезжают на ликвидацию поломки. Порывов у нас много, очень даже много. В день по 5, по 6 порывов убираем. Но заодно мы меняем трубы железные, убираем старые. Пластмассовую трубу ложим. Вот такую работу мы ведем. Сейчас увидели вот эту ситуацию, эту проблему. Мы эту ситуацию исправим и сделаем, чтобы вот эта вода больше не текла. Если нужно, необходимо, заменим трубы и все остальное. Из всех вот этих порывов частично они устраняются. Всего их 29. На вчерашний день я был в местном городском водоканале. Мы поставили их в известность. Часть из них актирована, находится в судопроизводстве, но те, которые обнаружились недавно, мы их занесли в этот список и отдельным списком мы составили по нему акт пока, чтобы просто их поставить в известность, чтобы они как можно быстрее, в кратчайший срок устранили их. Постоянно бьющая вода из-под земли приносит массу неудобств. Помимо слабого напора, улица, которая и так не асфальтирована, превращается в постоянное грязевое болото, где не то что пройти, проехать иногда становится трудно. Тут невозможно пройти. Вы видите, так? Очень много учащихся проживает на этой улице. Маленькие детки в садик идут. И вечно они пачкают ноги. Невозможно ни пройти, ни проехать. С другой стороны, дорога, вы видите, она и так у нас улица не асфальтирована, тут очень много проблем. И так, да еще эта вода, которая вечно протекает, портит без того испорченную дорогу. Проблему обещают решить в течение нескольких дней. Местная администрация и водоканал заверяют, что к концу недели поломка будет полностью устранена, а ликвидировать окончательно проблему водопровода в Сунже планируют к 2021 году. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. В Канташеве собирают малину. Ягодные плантации раскинулись в крестьянско-фермерском хозяйстве Магомеда Кадзуева. Здесь взрастили разные сорта, среди которых полька, таганка, ставропольский. Аграрии планируют получить неплохой урожай, несмотря на погодные катаклизмы. 12 тысяч кустов малины зреют на площади более 2 гектаров. Осенью агрономам необходимо ягоду пересадить и таким образом увеличить объем урожая до 3 гектаров. Малина культура не капризная, но без сложностей не обходится. Основные сложности это зимой. Зимой, осенью и зима. Когда осенью их разрезают, разрезать надо. И срезать на уровне земли, уборка, там, очистка, вот это тяжелое бывает. А так это легкая культура, это, по-моему, мне кажется, и доходная, и легкая культура, это и есть малина. В КФХ Магомеда Кадзуева испробовали для посева разные сорта – польку, таганку, паланку, черкасский, местный ставропольский. Лучше всех прижилась полька и дала хороший урожай. Малину собирают через день, пропускать сбор нельзя, так как ягода сильно перезревает. Только за несколько часов работники КФХ сняли больше 40 килограмм спелой малины. Магомед Аздоев признается, процесс этот трудоемкий и требует большого терпения. Все время это надо или сидеть на четвереньках, или постоянно ходить, сутулиться.
Работа сложная, нудная, но в любом случае работа делается. Кроме питомника на 12 тысяч саженцев, у Магомеда также есть и сад, где растет много фруктовых и ягодных деревьев. После обильных дождей, которые обрушились на юг России, для КФХ наступили тяжелые времена. Град едва не уничтожил молодые саженцы, обломав ветки деревьев. А ведь хороший урожай начинается с качественного саженца. Дальше больше урожай. Тут кизиль побило, слишком сильно побило. Это боярышник. Дальше мушмула у нас растет. Сейчас увидим. А еще дальше есть китайские финики и гималайские тоже называются финики. Тоже побило, ну, сохранились ягоды. Гималайских-то очень хорошо сохранились, а китайские немножко побило. В КФХ надеются, что в этом году их хозяйство даст урожай в 6-7 тонн. Малину ценили во все времена за ее вкус и полезные свойства и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Победитель проекта «Машук» Хава Зазоева приступает к реализации проекта «Таймах». Она планирует открыть курсы кройки и шитья для девушек с ограниченными возможностями и из малоимущих семей. Вдохновил ее на этот стартап карантин. В том, что нет худа без добра, убедилась наш корреспондент Хава Гагиева. Северокавказский форум «Машук» впервые в этом году прошел в онлайн-формате. Для защиты проектов участникам нужен был всего лишь компьютер с выходом в интернет и, конечно же, желание и идея. Так и Хава Зазоева, вооружившись 3 важными компонентами, приступила к реализации своей мечты. Девушка защитила проект на 3-й смене и получила одобрение членов комиссии, став лучше в своем направлении. Основная цель моего проекта – это создание условий для обучения швейному мастерству наших девушек и для возможности самореализации в дальнейшем. Таймах – простое наименование для совсем непростого проекта, в основу названия которого лег любимый британский бренд. Вот только вместо английских слов родные ингушские. Целевая группа направлена на девушек с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей. Вообще буду обучать в одной группе по 6 девушек, то есть групп будет 3, и в течение года их будет уже 6. Вот. Как мы будем проводить занятия? Занятия будут длиться 3 месяца. Вот, соответственно, нам этого времени хватит для того, чтобы получить хорошие знания в сфере кройки и шитья. Вот, то есть по итогу они уже действительно будут знать, как конструировать изделия, как шить изделия, то есть правильную технологию пошива изделия. И, соответственно, они могут уже изготавливать изделия. Для молодежи Машук – это место для новых знакомств, обмена интересов и знаниями. 2 года назад с успехом презентовала на форуме свой другой проект. Приобретенный опыт пригодился. На этот раз учла все нюансы, вплоть до необходимого оборудования. Для швейной мастерской мы выбирали такие машины-жуки. Это прямострочные швейные машины. Они многофункциональны и очень подойдут для девушек также с ограниченными возможностями. То есть они очень удобны сами по себе. К слову, для реализации проекта одного желания мало, нужна помощь со стороны. Однако Хава признается, что нашла для себя определенный девиз, которым теперь и руководствуется. Достижение успеха – это действительно комбинация 2 вещей. То есть это свои личные усилия, и второе – это помощь от Всевышнего. Поэтому если мы будем создавать причины, результат мы получим от Всевышнего. Идея для проекта возникла еще во время карантина, в тот момент, когда чувствовалась серьезная нехватка медицинских масок в республике. И чтобы в будущем иметь представление о том, как шить средства индивидуальной защиты, девушка провела мастер-класс и для нашей съемочной группы. Итак, мы подготовили лекало для изготовления маски. Вот. В общем, ты можешь вырезать деталь, и дальше мы будем ее уже сшить. Сейчас мы должны соединить 2 детали и проложить строчку на 1 сантиметр. Пару завершающих штрихов, цепкий взгляд мастера и необходимый модный аксессуар создан собственными руками. Общими усилиями маска готова. К реализации своего машуковского проекта Хава приступит уже в октябре, и тогда она сможет нас порадовать хорошими результатами. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.
А сейчас возвращаемся к теме выборов в Сунже. Перенесемся в избирательный участок номер 906. Там работал наш корреспондент Микаил Тангиев. И подведем предварительные итоги голосования. Отдать свой голос за кандидата в депутаты Горсовета Сунжи решил и Вахид Мархиев. Жители не должны оставаться в стороне, когда решается будущее родного города, уверен он. Чистые и ухоженные дороги, развитая инфраструктура, условия для молодежи. Эти и другие задачи обязаны ставить перед собой избранные слуги народа, считает Вахид. Будем надеяться, что новый состав Горсовета изберет достойных людей, и мы достойно будем двигать наш город в будущее, потому что Сунжа – это большое будущее, это большой город. Он со временем будет не меньше, чем Назрань, потому что желающих жить у нас в городе очень много. Ежедневно приезжает. Из Казахстана жить к нам приезжает, с других регионов возвращаются те же наши с вами соплеменники. Участковая избирательная комиссия номер 906 расположилась в средней школе номер 2 города Сунжи. К вечеру основного дня выборов явка здесь составила более 50%. Свою гражданскую позицию выразила и председатель родительского комитета местной школы. Хочется проявить свою позицию гражданскую, чтобы завтра было не стыдно, что ли, что я какое-то участие в этом принимала, значит, и где-то в какой-то мере и за результаты отвечаю. За общественным порядком внимательно следят местные участковые. Наблюдатели отметили хорошую организацию на участках и тот факт, что выборы проходят полностью в штатном режиме, без каких-либо нарушений. Выборы проходят по всем нормам, без нарушений. Люди очень довольны, проходят и голосуют. Мы наблюдаем санитарные нормы, все соблюдено, все хорошо у нас на участке. Глава города Халаш Багаудин Сапралиев также приехал на избирательный участок, чтобы оценить уровень проведения голосования в Горсовет Сунжи. Он отметил, что их администрация оказала большое содействие в подготовке к этим выборам. Мы создали все условия для голосующих. Тут есть средства защиты в связи с COVID-19, перчатки, маски, ручки. Организована охрана всех УИКов, которые расположены по городу. Их 9 у нас. Полное обеспечение, полностью мы контролируем данный процесс по всему городу. От администрации в каждом тике по 2 сотрудника наших дежурят все эти 3 дня. Явка мы, как видим, хорошая у нас сегодня. Для тех, кто по разным причинам не может прийти на избирательный участок, организована возможность проголосовать на дому, подав заявление. Этим правом и воспользовалась 78-летняя Хава Умаева. Бабушка всю свою жизнь принимала активное участие в выборах, и этот раз не стал исключением. Все. Целый процесс. Уже сейчас можно говорить о примерной процентной явке избирателей в течение 3 избирательных дней. Как проходят выборы, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Муса Калиматов. Не было никаких нарушений, замечаний, обращений, заявлений. В целом было все на сегодня, на этот момент, что в целом на этот момент неплохо. Сказать так, что явка, наверное, уже не то, что, наверное, она перевалила больше половины, 50%. Итоги выборов депутатов в городской совет Сунжи подведут уже завтра. Будем ждать результатов. Микаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии.